Доброе утро, дорогая республика! На календаре 6 июня, день недели, вторник. И это утро начинаю с вами я, Дарья Анкехова, и телеканал Якутия-24 и НВК Саха. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь бодростью, ну и, конечно, настраивайте себя на хороший рабочий день. Сегодня будет много чего интересного и увлекательного. И вот что мы вам сегодня покажем. Национальный театр танца сегодня презентует свою новую постановку сети. В рамках этого у нас сегодня, конечно, будут уважаемые гости, с которыми мы обсудим это знаковое событие. Далее поговорим о летнем отдыхе, узнаем, какие направления актуальны у россиян в этом летнем сезоне. Традиционно покажем наши рубрики «Книжная полка», говорим правильно, даты и события. Ну и сегодня в странах, где есть русский язык, отмечают день рождения великого писателя Александра Пушкина. И мы вам покажем сюжет на эту тему. Также сегодня у нас будет обязательно сюжет из Усть-Неры, где наши коллеги встретились с альпинистом, который покорил Эверест. И выпуск завершим участием гостя из управления ГИБДД. Тема разговора сегодня будет «Детская безопасность в летний период». Так что оставайтесь с нами, и еще больше новостей можно узнать в течение ближайшего часа. Ну а начнем, как всегда, мы с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 5 градусов. В заречной группе 11-13 градусов выше 0. В южных районах 3-5 со знаком плюс. В Вилюйской группе 8 градусов, в Нижнеленских 12. В западных 3-7 со знаком плюс. В Колымендигирской группе до -1, в Янских 7-10 выше 0. На северо-западе 1 градус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 11 градусов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 4 метра в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 23 градусов. Конечно, как всегда, мы начинаем с позитивных новостей. Мне кажется, погода в 23 градуса – это, конечно, одна из самых лучших новостей, потому что мы уже можем прогнозировать, и зная о том, что сегодня будет очень тепло, можно надеть уже летнюю одежду, летнюю обувь, ну и, конечно, провести как можно больше времени на природе. Ну а ежедневный рацион – это, конечно, полезные продукты. И, конечно, сложно представить его без куриных яиц. Это недорогой, доступный и вкусный продукт. Чаще всего яйца употребляют на завтрак, но также их добавляют в различные блюда и соусы. При выборе яиц нужно обращать внимание не только на срок сортировки яиц, но и на их маркировку. Диетические яйца хранятся не более 7 суток, столовые не более 25 суток. Если яйца помыть, их можно хранить всего лишь 12 суток. Очень полезная информация. Действительно, зачастую этот продукт может лежать в холодильнике долгое время, и мы, особенно хозяйки, возможно, иногда забываем смотреть на маркировочку. Но я думаю, эта утренняя информация будет полезна для всех женщин, кто, конечно, готовит каждое утро завтраки для своих любимых. Ну а сейчас предлагаю посмотреть, какие же даты и события отмечаются сегодня. На календаре 6 июня. Сегодня Пушкинский день в России. Также День русского языка. Как и дни других официальных языков Организации Объединенных Наций, появился в международном календаре в 2010 году. По народному календарю сегодня «Свобориное дерево». Так на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет, румянец года ведет». Этот день в истории. В 1882 году в этот день американец Генри Силли запатентовал электроутюг. В 1922 году, 6 июня, начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка». Он стал первым советским изданием для женщин и выпускался отделом по работе среди женщин ЦК РКПБ. В
1944 году в этот день началась Нормандская операция, открывшая второй фронт в годы Второй мировой войны. В 1957 году в Москве открылся магазин «Детский мир». Он был построен за 3 года и открылся 6 июня, сразу же став лидером в Советском Союзе по продаже детских товаров. В этот день появилась первая компьютерная версия игры «Тетрис». Ее автором является советский программист Алексей Пожитнов. И 6 июня считается днем рождения Тетриса. В этот день родились Диего Веласкес, испанский художник, Александр Пушкин, русский поэт, драматург, прозаик, Зигфрид Вагнер, немецкий дирижер и композитор, Александра Федоровна Романова, российская императрица, супруга Николая II. В этот день также родился Томас Манн, немецкий писатель, эссеист, нобелевский лауреат, Арам Хачатурян, советский армянский композитор, дирижер, педагог, народный артист Советского Союза, Татьяна Пельцер, советская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза. Именины сегодня у Григория, Ивана, Ксении, Никиты, Семена, Степана и Федора. В Якутске с рабочим визитом находится композитор, номинант фестиваля национальной премии «Золотая маска-2021» года, лауреат международных и всероссийских конкурсов, в том числе престижного международного конкурса композиторов Финляндии имени Яна Сибелиуса. Это Ян Круль. Он является автором музыки хореографической легенды «Ситим», которые сегодня будут показывать в Национальном театре танцев. С нашим утренним гостем мы поговорим о значимости работы композитора в театральных постановках. Доброе утро, Ян. Доброе утро. Добро пожаловать в Якутию, конечно. Сразу вопрос. Первый раз у нас в гостях? Второй раз. Второй раз. То есть уже знакомы с нашей республикой, с нашим климатом, да? Ну, расскажите немного о себе, откуда вы родом, кто ваши родители и как вы попали в мир искусства. Это довольно долгая история. Я родом из Республики Башкортостан. Я прожил первые 20 лет там, учился в специальной музыкальной школе лицей для одаренных детей, учился на флейте и по композиции в классе Эльдара Зильича Хисамуддинова. Затем поступил в Екатеринбург, Уральскую государственную консерваторию к профессору Неменскому. Там 10 лет прожил и переехал в город Иркутск. И вот уже 12 лет живу в городе Иркутске и работаю в Иркутском музыкальном колледже Шопена. Какую консерваторию вы окончили? Вот я окончил консерваторию, Уральскую государственную консерваторию имени Мусорского в классе уважаемых очень мной профессоров Неменского и Кобекина. У вас уже огромный опыт за плечами, да, и если говорить о таких очень крупных мероприятиях, какие бы вы могли отметить в своей практике? Ну, думаю, конечно же, это постановку спектаклей, которые номинировались на «Золотую маску», в том числе и лучшая работа композитора, симфонические премьеры по байкальским легендам, исполненные Илмаром Лапиншем в городе Иркутске, Иркутским губернаторским симфоническим оркестром. Регулярно они исполняют. Думаю, в такие знаковые вехи. Ну а как вы познакомились с творчеством Национального театра танца? Я прилетал год назад по приглашению театра танца, и они меня очень душевно встречали, рассказывали о якутской культуре. Я посещал знаковые места и направили мой путь в ознакомлении с якутской музыкальной культурой. Вот сразу вопрос, а как вам работается вообще, да, вот с оркестром национальных инструментов? Ведь это определенная специфика. В данном случае я испытываю огромный пиетет и трепет в работе. Это главный ключевой такой камертон в работе с театром. Конечно, это непросто, но чем сложнее путь, тем интереснее задача, тем интереснее работать. Думаю, вот так. А может быть, какой-то музыкальный инструмент для себя вы отметили? Конечно, да. И вот уже мы договорились, что я через год еще напишу для крымпы, для таких инструментов, как кыл. Вот, то есть и уже даже планы есть на будущее, да? И если говорить про легенду Ситим, да, которую будут сегодня показывать, забегая вперед, может, проанонсируем немножко, про что это композиция, про что это вообще постановка и кому она будет интересна, какому зрителю? В данном случае я бы, наверное, свою точку зрения хотел сказать. Я бы, конечно, был бы чрезвычайно рад, если бы пришло молодое поколение моего возраста или даже еще моложе на спектакль, потому что я бы хотел разговаривать с ними на одном языке, и музыкальном, и семантическом языке. И в данном случае я бы настроил публику на открытие удивительного нового мира, в котором
сочетаются и традиционный музыкальный мелос якутский, и современный, и академические музыкальные инструменты. То есть это, конечно же, доля эксперимента довольно высокая в этом музыкальном материале. И вот тот путь, который мы вступили и совместно с театром, это буквально безграничный и в то же время новый мир. Музыкальный, Вот мы сейчас видим кадры, да, это репетиция проходит именно так, да. Как вам работается в коллективе Национального театра танца? Очень хорошо, удивительно теплая, дружеская, творческая атмосфера. Я думаю, что это пространство чрезвычайно перспективно и в том числе меня захватывает. И я думаю, что получится прекрасный результат. Прекрасный результат. А если говорить про ваш первый, да, приезд сюда, были ли какие-то постановки в тот первый раз? Нет, я приезжал специально знакомиться с якутской культурой. И что отметили вот для себя? Возможно, вот что-то поразило вас сразу, и вы отметили вот в якутской культуре, это будет хорошая база для дальнейшего сотрудничества? Ну, собственно, первое знакомство я еще в Уральской консерватории с музыкальной культурой северных народов получил. И в данном случае я уже вживую это подкрепил и вдохновлялся якутским мелосом. Хорошо, но вот мы сегодня будем, наверное, переживать, да, за весь ваш коллектив, да, «Легенда сети». А во сколько, где, когда зрителю можно подойти и посмотреть? Я бы, пользуясь случаем, хотел пригласить всех телезрителей на нашу премьеру сегодня в 6:30 в Театре оперы и балета. То есть всем любителям искусства, всем любителям красивой музыки, пожалуйста, приходите, посмотрите, да, я думаю, будет очень интересно. Ну, а давайте все-таки вернемся к городу Якутску. Где побывали, может быть, ваше уже любимое место? Любимое место? Ну, думаю, что вот я на прошлой неделе побывал в музее Мамонта. Я надолго запомнил это место. И, конечно же, год назад я был в музее «Вечной мерзлоты». То есть это такие яркие воспоминания, да? То, о чем, наверное, рассказываете своим, да, близким родственникам. Ну что, спасибо большое, Ян, что посетили наш утренний эфир. Мы, конечно, желаем вам побольше зрителя, отличной атмосферы, ну и, конечно, тех самых эмоций, которые получают артисты, композиторы, ну и, собственно говоря, зрители. Напоминаем вам, дорогие друзья, что сегодня будет представление «Легенда сети». Обязательно посетите ее. Ну а мы продолжим наш эфир сразу после новостного блока. Оставайтесь с нами, впереди еще очень много интересного. И это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Мы работаем с понедельника по пятницу ежедневно в прямом эфире. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести сертификат для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже 2 прожиточных минимумов. Номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться правительством России ежегодно, исходя из средних цен на товары отечественного производства. Для новорожденного, включая детскую коляску, одежду, предметы гигиены. Право на получение сертификата, согласно законопроекту, будет предоставляться родителям, усыновителям или опекунам. Информация о назначении и предоставлении сертификата будет размещаться в единой государственной информационной системе соцобеспечения. Рейсы между Россией и Вьетнамом могут возобновить в полном объеме. Стороны усиленно работают над этим вопросом. В диппредставительстве России надеются, что в текущем году все получится. Ранее авиакомпания «Райра» сообщила, что с 4 июня этого года открывает прямые международные рейсы по маршруту Иркутск-Ханой-Иркутск на самолетах «Суперджет-100». Полеты будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Осенью прошлого года в Якутии начали пошив одежды для мобилизованных. Почти 9 месяцев якутские швеи оснащают наших бойцов комплектами одежды. Всего за время их работы помощь получили около 700 бойцов. В один летний комплект входит около 12 позиций. Это необходимая сезонная одежда, дождевик, панама, носки, средства личной гигиены, а также обереги. Швеи сотрудничают с якутскими бойцами и учитывают их пожелания.
В день несколько комплектов у нас выходит. 3-4 комплекта выходит так. Бывает еще больше иногда. Например, позавчера у нас практически не было. Из-под машинки одевались парни, а сегодня уже 11 комплектов готово. Вчера тоже 3 отправили, ну, значит, 14 комплектов. Так. Когда народу много, выходит очень много комплектов. Вот так. У нас мы боремся не только за количество, но и за качество. У нас качество одежды очень высокое. Жители Чепчелганского наслега Амгинского района вышли на субботник по озеленению общественных пространств. Этот год объявлен в селе годом благоустройства. Силами работников предприятий и организаций села посажены более 1000 цветов. К ним присоединились работники Амгинского лесничества, которые помогли с растениями и саженцами деревьев для посадки. Кроме озеленения общественных пространств, жители села традиционно ухаживают и за сквером Кысамма. Этот сквер считается достопримечательностью Амгинского района, поэтому жители села с любовью и заботой ежегодно проводят субботники. С этого года начинается проведение таких крупномасштабных мероприятий, как спартакиада по адаптивным видам спорта, а также в следующем году, в 2024 году, у нас проводится СС Холомхо. Поэтому мы создали комиссию наследную и с этого года вот начинаем именно вести работу именно по благоустройству наслега. Здесь мы сегодня сажаем цветы, а также саженцы, именно вот береза и лиственница. Лето уже в самом разгаре, и давайте поговорим о летнем отдыхе. Названы лайфхаки для экономии на летнем отдыхе. Так покупать туристические путевки от туроператоров и агентств обычно выгоднее, чем бронировать авиабилеты и номера в гостиницах отдельно. Об этом news.ru заявил главный редактор туристического портала Турдом.ру Дмитрий Даниленко. Так как операторы выкупают авиабилеты и номера в гостиницах оптом, соответственно, цена будет дешевле. Кроме того, у них часто есть определенные договоренности с авиакомпаниями и отелями. Итак, лайфхак номер 1. Покупать не билет, а пакетный тур, в цену которого уже включены перелеты и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу, сказал Даниленко. Еще один лайфхак. Если отдыхающий решил все же брать билеты отдельно, если он сразу возьмет рейс туда-обратно, это, вероятнее, будет дешевле, чем отдельно бронировать 2 билета в разные концы. Ну а третий лайфхак – это лететь вне сезона. Ну, интересно, полезные советы. Я думаю, многие люди уже знакомы с ними. Ну, а теперь поговорим о ценах. Средняя цена на летний отдых за рубежом выросла от 15 до 50% по сравнению с летом 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. По сравнению с летом 2022 года средний чек на зарубежный отдых вырос на ключевых выездных направлениях от 15 до 50%. Отмечается, что Турция остается лидером по количеству зарубежных поездок россиян этим летом. Средний чек тура в Турцию составляет от 215 до 265 тысяч рублей на двоих. На втором месте по количеству поездок находится Абхазия, где средний чек за тур составляет от 80 до 100 тысяч рублей с перелетом. По данным Ассоциации туроператоров России, третье место занимает Египет, куда могут отправиться около 300 тысяч россиян. Здесь средний чек составляет порядка 200 тысяч рублей. Ну, как уже было сказано, Турция остается лидером среди зарубежных направлений по количеству поездок россиян этим летом, уступив только России по абсолютному количеству забронированных на лето туров. Так, больше всего бронирование россияне сделали в Турцию. Это 67% от общего числа. По прогнозам, летом эту страну могут посетить около 3 миллионов туристов из России. Второе место – это Абхазия, которую летом, по предварительным оценкам, могут посетить около 1 миллиона туристов из России. Условно третье место у Египта. По ожиданиям Управления по туризму страны сюда могут приехать свыше 300 тысяч туристов из России за 3 летних месяца. Далее следуют Арабские Эмираты, которые в нынешних условиях становятся круглогодичным направлением. Этим летом страну могут посетить около 300 тысяч туристов из Российской Федерации. Ну а пятое место у Таиланда. Оценочно около 200 тысяч туристов за 2
3 месяца лета обязательно посетят и эту страну. Сегодня 6 июня. По выражению Чернышевского, Пушкин первым возвел литературу и достоинство национального дела. Поэтому желание запечатлеть имя поэта в названии именно библиотек вполне логично. В России десятки, а то и сотни библиотек носят имя светила русской литературы. И сегодня у него день рождения. Смотрите сюжет из главной библиотеки Якутии. Национальная библиотека Якутии продолжает быть для читателей просто Пушкинкой, хотя еще в 90-м году имя поэта убрали из официального названия. Народная любовь к поэту выдержала конкуренцию и со временем, и с условностями. Образ великого поэта хранится не только в памяти читателей, но и вполне в виде материальном. Александр Сергеевич приветствует читателей с положенной высоты вот уже 50 лет. Барельеф в Пушкинке появился в 1973 году, когда построили второе здание. Автор его – первый профессиональный скульптор Якутии Семен Егоров. Библиотека – это учреждение, которое хранит и чтит традиции. Этот барельеф остался. И Пушкин для нас является, конечно же, очень значимым человеком для любого россиянина и якутянина в том числе. Для человека очень важна та среда, в которой он жил, как обозначалось то пространство, в котором он существовал, сколько теплых и счастливых моментов было связано с ним. И, конечно же, это якорицы. Ко дню рождения великого поэта главная библиотека Якутии представляет книжную выставку, издания редкие, собрание иллюстраций и портретов и переводы на языки Якутии. Жемчужины экспозиции — подлинники литературного журнала «Современник», основанного самим Пушкиным. Самый первый номер, возможно, прошел через руки своего родителя. У нас хранится 1 том и 5, 7 тома. «Современник» сам Александр Сергеевич выпустил с 1 по 4 тома. Первый номер «Современника» был издан в 1836 году. Александр Сергеевич получил разрешение от самого Николая I на издание вот этого вот литературного журнала. Самым значительным явлением в переводах стало издание романа в стихах Евгения Онегина на якутском языке в переводе поэта Гаврила Макарова «Джон Джинглы». Он трудился над романом 15 лет. Книжную выставку, посвященную Дню Пушкина, можно увидеть в историческом зале Национальной библиотеки. Татьяна Хомуксонова, Петр Егоров, медиацентр Национальной библиотеки Якутии. День рождения великого русского писателя отмечается не только в России, но и во всех странах мира, где есть русскоязычное население. Поэт считается родоначальником современного русского языка и символа своей эпохи. И наша рубрика «Книжная полка» сегодня посвящена тоже ему. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про книгу из серии «ЖЗЛ» о Пушкине. Автор Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс. У этой книги удивительная история, потому что писалась она почти 100 лет назад. Работа была произведена в России, но потом ей пришлось уехать во время революции в Англию, в Европу, и в Англии она работала. Поэтому книга была написана в 2 мирах, и в России, и в Европе. Разница также была большая в 20 лет между 1 и 2 томом, поэтому 1 том был написан даже на дореволюционном языке со старой орфографией. И что касается самой книги, то, конечно, у нас в России культ Пушкина. Все знают, кто такой Александр Сергеевич, солнце русской поэзии, золотой поэт. Все это прекрасно понимаем. Но Вильямс, кроме того, что ей пришлось опираться в эмиграции на нероссийские тексты, на книги лондонских библиотек, национальных музеев, она произвела огромную работу, которая до сих пор, спустя 100 лет, считается актуальной и глубокой. Потому что здесь мы видим живой образ Пушкина. Ариадна Владимировна опиралась на его дневники, на его черновые записи, на какие-то стихотворения, которые он никуда не отправлял, зачеркивал, перечеркивал. Живой образ Пушкина представлен. Здесь я держу 1 том, и здесь молодость Пушкина и его зрелые годы. 2 том, он более как итог его жизни и последние годы, да, ну и разбор, как вообще случилась эта дуэль. Поэтому я считаю, что возвращаться к истокам и постигать образы известных нам поэтов и писателей, российских, советских. Это важно, чтобы понимать, насколько они живы, насколько они сегодня дышат
и являются неустаревающей классикой, являются живыми прозаиками, поэтами со своей историей, а не просто картинкой на стене в классе на уроке литературы. Поэтому я советую вам это монументальное издание Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс «Пушкин». Читайте, любите жизнь. Мы продолжаем наш эфир, и традиционно далее у нас рубрика «Говорим правильно» вместе с Анной Шкатуляк. Ваш кофе. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро, дорогие телезрители. Я думаю, что среди вас есть сейчас многие, кто сидит за чашечкой такого чудесного напитка, как кофе. Но кофе обладает не только чудесным ароматом, прекрасным вкусом, но и еще многими интересными особенностями с точки зрения возникновения в языке и культуры употребления. Итак, давайте говорить о том, как же кофе попал в наш язык. Итак, во-первых, в этимологическом онлайн-словаре Льва Владимировича Успенского указывается, что когда мы говорим «кофе», мы используем арабское слово. Дело в том, что когда-то словом «кафе» называлась местность в Эфиопии, а Эфиопия – это родина кофейного дерева. Арабы сделали из этого кофе свое слово «кахве» или «кава» и называли им и напиток, и плоды, и то самое дерево, плоды которого используются для изготовления напитка. Оттуда, из арабского языка, слово попало в европейские языки. И здесь тоже появилось очень много вариантов наименования этого напитка. И напитка, и дерева, и плодов этого дерева. Итак, в Англии появилась кафе, у французов появилось кафе, в Германии кафе, в Нидерландах кофе. И уже из Голландии это слово пришло к нам в русский язык. Когда это слово было заимствовано, то русские люди, наши прадеды, они это слово немножко, что называется, адаптировали к русскому слову «чай». И действительно, мы с вами, если используем литературную речь, говорим в официальной обстановке, то мы с вами говорим это слово на западноевропейский манер. Мы говорим с вами «кофе». А вот в разговорной речи можно и кофейку выпить. То есть это старое название кофеек, кофей, сохраняется до сих пор и в нашей современной речи. Вторая особенность слова «кофе» связана с тем, что во времена, когда это кофе пришло в русский язык из голландского, то не говорили «кофе пить» или тоже «какао пить». Кофе и какао предполагалось откушивать. И в произведениях наших писателей-классиков мы с вами нередко встретим именно такую фразу, что какой-то там герой кофе откушал. Надо сказать, что во времена Петра I, то есть именно в то время, когда кофе появилось на столах россиян, вариантов названия у этого напитка было очень много. Его называли и кафе, и кофе, и кахвей, и кахей. Это было связано с тем, что слово это по-разному произносится в западноевропейских и восточных языках. Ну и третья особенность слова «кофе» – это его род. Об этот род слова «кофе» сломано немало лингвистических копий. И существует действительно несколько версий. Мы с вами знаем, что в литературном языке слово «кофе» – это существительное мужского рода, хотя, казалось бы, родственное какао среднего рода. И почему же кофе стало мужским родом, стало словом мужского рода? Дело в том, что по одной версии
Это связано с тем, каково обозначение рода в том языке, откуда слово кофе было заимствовано. Во-вторых, придерживаются мнения, что вот мужской род слова кофе как раз отражает ту старую форму кофе, которая была принята в нашем языке при заимствовании этого слова. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Тем временем международный фестиваль цветов стартовал в узбекском городе Намангане в воскресенье, сообщили в пресс-службе администрации Наманганской области Узбекской республики. Давайте посмотрим, как это было. Автопарад с украшенными цветами мотоциклами, грузовыми и легковыми автомобилями прошел на главной улице Намангане. Также в рамках мероприятия местные жители танцевали в национальных костюмах и прошлись шествием по площади города с флагами страны. Как сообщили в пресс-службе области, композиции из 25 миллионов цветов украсили парк культуры и отдыха имени Бабура на площади в 8 гектаров. Искусство флористики и цветоводства в рамках фестиваля продемонстрировали 250 мастеров из регионов Узбекистана, а также ландшафтные дизайнеры из 50 зарубежных стран, в том числе Германии, Индии, Польши, Южной Кореи, Кыргызстана и Италии. Ежегодный фестиваль цветов проходит уже 62-й раз и продлится с 21 мая по 4 июня. Ожидается, что мероприятие посетят более 2,5 миллионов гостей. Традиционный праздник цветов Гул-Байрами отмечается в Намангане с 60-х годов прошлого века. Тогда местные садоводы обратились к населению по радио и через газеты с призывом превратить Наманган в город роз. Все дворы и улицы города украсили цветами. В первом фестивале цветов в 1961 году приняли участие 16 местных садоводов, а с течением времени на праздник стали приезжать флористы из соседних областей и государств. Красивое, конечно, зрелище. Как бы хотелось, чтобы и у нас в городах и селах были такие же оазисы флористического искусства. И, похоже, совсем скоро они могут появиться. Так, в городе Тамоте на днях к открытию парка высадили саженцы деревьев, отправленных из Томска. О необычной инициативе, приуроченной к предстоящему столетию города и новому парке в Тамоте, расскажет Вера Филиппова. Саженцы, чтобы к юбилею 100 деревьев украсили город, каждую весну отправляет Валерий Куров. Долгое время он жил в Тамоте, сейчас живет в Томске. Большая часть саженцев, высаженная в прежние годы, хорошо прижилась на тамотской земле. Еще 20 посадили в день открытия нового парка. Саженцы уже несколько лет нам присылают, значит, сирень, яблоню, коловидный тополь, бархатное дерево. И вот на этой аллее они все присутствуют. Горожане надеются, что посаженные с любовью и заботой саженцы скоро вырастут в прекрасную аллею детства и станут украшением возрожденного парка отдыха. А он появился благодаря участию во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Открытию парка, конечно же, рады в первую очередь дети. Мне очень понравилась площадка. Там такие качели, мне прям понравились. И очень много места, и лес рядом, можно вот отдохнуть здесь. Не менее чем дети радуются родители. Мы в основном на речках отдыхаем, на берегу. Больше у нас, в принципе, так-то нет места. Ну, детские площадки, так и все. А так вот у нас поле футбольное появилось, батуты стоят. Здесь вот для детей сеточки всякие. То есть они везде здесь находятся, и не надо их искать по городу, где они могут быть где угодно. А так мы знаем, что они все здесь. Появилось не только прекрасное место для комфортного семейного отдыха, но парк стал еще и примером того, как граждане могут сами решать, какие городские территории развивать и что строить в первую очередь. Сейчас у меня чувство такой победы, удовлетворения, желание что-то дальше творить. Естественно, это не конец даже для этой территории. Много очень задумок. Тут будем смотреть, либо в программы еще вступать, либо этот парк будем развивать дальше, чтобы он был красивее. Шутки, смех, игры, конкурсы, концертные номера, спортивные состязания. День открытия парка стал ярким праздником для всех.
А для школьной детворы телеканал «Якутия-24» провел спортивные состязания. Мне очень понравилось соревнование. Я болел за команду «Гром», школа номер 36, моя школа. Вообще соревнования, они сплочают разные школы. То есть, больше знакомства, больше общения. В итоге спортивных соревнований, в программе которых были и традиционные, и национальные виды спорта, и игры на смекалку, победителем стала команда школы номер 6. Впрочем, остальные команды огорчаться не стали, ведь чувство соперничества и азарт, которые испытали все, было дороже победы. Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Таммот, Алданский район. Замечательный репортаж. Действительно, наша съемочная команда в эти выходные побывала в городе Таммот, где мы провели спортивные состязания для школьников города Таммота в рамках открытия городского парка. Было очень много замечательных эмоций. Ребята очень такие спортивные, накал страстей был. Ну и, конечно, награда нашла своего героя. Так, со школьной скамьи нам всем известны такие названия, как Крыша мира, Джомолунгма, Эверест. Это самая высокая в мире вершина – 8848 метров над уровнем моря, покорить которую мечтает каждый альпинист. Если хочешь, чтобы твоя мечта сбылась, не сиди сложа руки, стремись за мечтой, и все получится. Мечтайте, друзья, и они обязательно сбудутся. Ведь сбылась мечта меконского парня Евгения Кривошапкина. Евгений Кривошапкин – человек в Аймяконском районе небезызвестный. Родился в селе Тамтор, окончил сельскую школу, отслужил, получил образование и вернулся в родной Улус. Обычная биография. Работает кадастровым инженером, женат, 4 детей. Свободного времени мало, но если получается, уходит в горы, считая это лучшим отдыхом. Опытный альпинист. Наверное, уже вся республика знает, что он стал первым якутянином, покорившим Эверест. Вообще восхождение, чтобы состоялось, очень много факторов должно сложиться. Да. И наши звезды как раз встали в один ряд, чтобы наше восхождение состоялось. Я очень рад и горд, что я поднял первым флаг республики на вершину мира. Мы все его земляки следили за походами Евгения, волновались и немного завидовали. Но больше всех, и это понятно, волновались жена и дети. Мы, как и все следили через телеграм-канал супруга, получается, мужа, да? Мой папа самый лучший. Он выходил на связь через WhatsApp, спрашивал про детей. И дети, получается, ждали папу, считали дни на календаре, когда он будет дома. Спрашивали, когда приедет, когда выйдет на гору, полез ли в гору. Всю информацию у меня спрашивали, получается, дети. На встрече с коллегами и друзьями Евгений рассказал о восхождении и ответил на многочисленные вопросы. Вообще очень горда, что у нас такие земляки, да? Вот Женя Кривошапкин, Дугуйдан Винокуров, наш тоже Александр Колесов, что вот такие прям в этом году все получили звания, все свои мечты, можно сказать, осуществили. В середине июня в Уснере планируется фестиваль альпинизма, и Евгений, конечно, не останется в стороне, потому что лучше гор могут быть только горы. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Не всегда высота, как у Евгения Кривошапкина, бывает точкой счастья и мечтой. Для многих из нас высота – это же, конечно, в первую очередь опасность. Так в Госдуме рассказали, почему дети продолжают выпадать из окон. Депутат Будская призвала ставить блокираторы на окна в новостройках, чтобы дети не выпадали. Окна всех жилых новостроек необходимо в обязательном порядке оснащать блокираторами для предотвращения выпадения детей, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Будская. Парламентарий отметила, что москитные сетки не предотвращают трагедии. Первое, о чем должны задуматься родители летом, это не москитные сетки, а именно блокираторы. Обязательно на окнах должны быть запирающие устройства. С этим есть проблема. Есть ГОСТ,
для оконных блокираторов. Но, к сожалению, в строительных нормах и правилах они не предусмотрены как обязательные для всех строящихся жилых домов. Все на усмотрение строителей. Захотят – поставят, захотят – не поставят, добавила Буцкая. Юрист предупредил, что съемка работы систем ПВО чревата статьей о госизмене. Статья о государственной измене включает шпионаж, не подразумевает наличие умысла сообщить о тех или иных действиях иностранным службам, если видео или фотоматериалы находятся в открытом доступе, заявил news.ru юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Он подчеркнул, что если работа систем ПВО попадает в кадр при обычной бытовой съемке, то ничего страшного в этом нет. Однако, если военные объекты Российской Федерации снимались целенаправленно, то возникает вопрос о злом умысле. Юрист напомнил, что статья за госизмену является одной из самых тяжких в Уголовном кодексе Российской Федерации. Между тем, мэрия города Якутска запретила видеосъемку Эсэха Туймады-2023 в местности Усхатын с использованием беспилотных летательных аппаратов, таких как квадрокоптер и дроны, без специального разрешения. Разрешения будут выдаваться в ограниченном количестве, сообщает пресс-служба окружной администрации. Будьте внимательны, дорогие друзья, во время Эсэха нельзя использовать ни дроны, ни квадрокоптеры. А если вы хотите запечатлеть этот торжественный праздничный момент себе на память, вам необходимо будет получить разрешение от окружной администрации. Поэтому позаботьтесь об этом заранее. Всем, наверное, уже известна давно байка про колпак французских поваров. Но кто не знает, расскажу. На колпаке шеф-повара должно быть 100 складок. Это по числу блюд из яиц, которые он должен уметь готовить. Вся эта информация мне с утра не дает покоя. Вы представляете, 100 складок, значит 100 блюд из яиц. У нас есть активный телеграм-канал, и давайте устроим небольшой конкурс, и вы можете поучаствовать в нем, дорогие телезрители. Вы можете сейчас отсканировать QR-код, соответственно, перейдите в телеграм-канал, подпишитесь обязательно на нас, ну а далее перечислите как можно больше блюд из куриных яиц. Тот подписчик, у которого будет, соответственно, большее количество правильных ответов, получит небольшой презент от телеканала Якутия-24. Но если говорить обо мне, то, собственно, наверное, это примитивные яйца, бенедикт, и различные вариации, да, яичница, омлет. Но, собственно, на этом, наверное, все. Но если говорить о именно блюде, которое полностью состоит из яиц. А нет, еще безе знаю и, наверное, бисквит, но не полностью. Но есть время подумать, потому что сейчас мы прервемся на небольшую паузу и передаем слово нашим коллегам из новостного отдела, ну а далее вернемся в прямой эфир. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Минобороны России подготовила законопроект, по которому военнообязанным мужчинам намерены дать право вставать или сниматься с воинского учета без посещения военкоматов. Так, информацию для внесения изменений в документы в военкомате могут уточнить на портале госуслуг или же в других информсистемах государства. Уведомления об этом россияне смогут получить в личном кабинете. Кроме этого, электронная повестка о явке в военкомат, направленная в личный кабинет гражданина, будет считаться врученной после 7 дней с момента ее размещения в специальном реестре. Получатели целевого капитала «Дети столетия» могут направить средства на газификацию индивидуального жилого дома. Перечень направлений дополнен новым. Газификация индивидуального жилого дома. Теперь можно будет возместить за счет средств целевого капитала «Дети столетия» расходы, понесенные на покупку газового оборудования и строительные работы по газификации индивидуального жилого дома в пределах земельных участков, сообщается на сайте правительства Якутии. Напомним, целевой капитал «Дети столетия» был установлен в Якутии в прошлом году. Позднее программу продлили еще на 5 лет.
Госдума упростила трудоустройство подростков. Принятый документ отменяет требования о получении согласия на труд от органов опеки. Документ касается несовершеннолетних старше 14 лет. Для заключения трудового договора достаточно будет согласия одного из родителей или попечителя, если он не сирота. Другой важный момент – синхронизируют итоги школьной диспансеризации с медосмотрами, которые должен проводить работодатель. Фактически это снимает с него эту нагрузку, добавила автор законопроекта, депутат Госдумы Татьяна Дьяконова. В Усть-Алданском Улусе распахнул свои двери детский лагерь «Эколята». Первый сезон лагеря собрал 30 учеников разного возраста со всех уголков района. Дети прошли инструктаж, позавтракали и попробовали поливать цветы, помогали с посадкой земляники. Основной упор лагерь делает на защиту окружающей среды, животноводства и растениеводства. Дети будут заниматься в основном, получается, у нас практическая работа. Это работа по овощеводству, цветоводству, и также еще у нас есть образовательная программа. Дети будут обучаться различным, педагоги будут обучать детей, вот как кружки, да, получается, и по живому уголку тоже будут работать, ухаживать за животными научатся, и в основном вот цветоводство и овощеводство, да. Призовой фонд соревнований цеха Олонхов Тамтори составит 2 миллиона 395 тысяч рублей. В этом году планируют провести состязания по 8 традиционным видам спорта. Это якутские прыжки, борьба хапсагай, масс-рестлинг, северное троеборье, стрельба из традиционного лука, национальные настольные игры, хабылык и хамска, национальное многоборье среди мужчин, РБРД. Отмечается, что проект программы все еще на стадии доработки, однако известно, что основная часть соревнований пройдет на центральной площадке, а соревнования по стрельбе из лука планируют провести на спортплощадке Тамторской школы, а также на территории аэропорта. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Спасибо, Сергей. Ну а с 1 сентября 2024 года вступят в силу новые нормы установки дорожных камер, фото и видеофиксации нарушений ПДД. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в перечень мест, где могут устанавливаться камеры, вошли перекрестки, пешеходные переходы, участки, на которых запрещена стоянка или остановка транспорта, а также места проведения дорожных работ. Кроме того, комплексы фото и видеофиксации можно ставить на аварийно опасных участках дорогах и в местах, где в течение года произошло 4 и более ДТП. Также упомянуты дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта. Впрочем, закон допускает установку камер и в других местах, определяемых ГИБДД. Решение о размещении камер на дорогах смогут принимать региональные власти или владельцы дорог при согласовании с МВД. Документ устанавливает норму, по которой соответствующий дорожный знак необходимо размещать на расстоянии не менее 150-300 метров от зоны контроля камеры. А мы продолжаем говорить о безопасности на дорогах. И сейчас у нас в гостях Елена Владимировна Гуляева, заместитель начальника отдела, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Республике Саха-Якутия. И поговорим мы сегодня на очень актуальную тему – это детская безопасность в летнее время. Так как сейчас с наступлением теплых дней и с началом летних каникул, конечно же, безопасность детей на дорогах стала еще более актуальной. Елена Владимировна, доброе утро. Доброе утро, Дарья, и уважаемые телезрители, доброе утро. Давайте начнем все-таки со статистики, да, детского травматизма на дорогах. Какие цифры вы сегодня уже можете озвучить? По итогам 5 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировано, к сожалению, 33 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 35 детей получили травмы различной степени тяжести. Если говорить по прошлому году, то цифры на таком же уровне, но это не дает повода успокаиваться. К тому же на почти 12% выросло число происшествий с подростками в возрасте от 16 до 18 лет. Елена Владимировна, как вы считаете, по чьей вине все-таки это происходит? Ведь статистику вы ведете, да, в большей степени. Это вина самих детей или все-таки водителей? Ну, если говорить о гибели и травмировании детей на дорогах, то просто язык не поворачивается говорить о
виновности детей. Все-таки, конечно, в большинстве дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних так или иначе виноваты взрослые. Но это с человеческой точки зрения, да, а если говорить языком статистики, то, конечно, она распределяет ДТП по и такому критерию. Так, в этом году у нас 9 случаев дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности детей. Все-таки в данном случае статистика более мягко трактует эту позицию. И 26 ДТП, в которых усматривается вина водителей. Если математически посчитать, то цифра чуть больше, чем 33, но имеют место факты, когда ПДД нарушили и дети, и водители. У нас есть ролик из социальных сетей, да, любительская видеосъемка, а точнее видеорегистратора. Да. Случай произошел на 203-м микрорайоне, где водитель чуть ли не сбил ребенка, да, который катался на самокате и резко выехал на дорогу. Давайте посмотрим это видео. Вот. В этом случае, да, ребенок, конечно, не получил серьезных увечий, но могло быть и более ужасный, да, расклад. Вот здесь все-таки виноват кто? Совершенно верно, вы правы. Такие случаи, к сожалению, не редкость, особенно в летний период, когда дети у нас большую часть времени проводят на улицах, гуляют, катаются на велосипедах, самокатах, роликах и так далее. Судя по видео, значит, происшествие у нас либо во внутридворовом проезде, либо междворовый проезд. Часто в таких случаях возникают споры. Водители, как правило, считают себя невиновными, если ребенок выбежал или выехал внезапно. Но сегодня судебная практика такова, если дело доходит до суда, то, значит, двор трактуется как место, где появление детей, в том числе внезапное, очевидно и вероятно. И, значит, водитель должен быть готов к такому внезапному появлению несовершеннолетнего и, соответственно, должен вести транспортное средство со скоростью, чтобы успеть затормозить и предотвратить наезд. Ну а есть ли родительская ответственность, да, в безопасности детей? Вот, допустим, в конкретном случае, да, мог бы, да, к примеру, можно ли было привлечь родителей за вот такую, возможно, халатность? Родительская ответственность, конечно, в случае, значит, участия ребенка в дорожном движении есть обязательно в разных аспектах. Допустим, с рождения ребенка, когда он едет из роддома, его должны родители перевозить уже в автолюльке. Допустим, если ребенок перевозится на руках, уже по статье 12.23 Кодекса об административных правонарушениях водитель может быть привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки ребенка. Штраф при этом составляет 3000 рублей. Также существует практика, когда материалы, ну, вернее, применяется активно, когда материалы по фактам ДТП, где ребенок, пассажир, пострадал и был не в кресле, передаются в ПДН для принятия мер к родителям по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, когда усматривается очевидная угроза жизни и здоровью ребенка. То есть такая практика есть? Также, значит, передаются материалы, когда ребенок, велосипедист, мотоциклист нарушает ПДД. Также, значит, передаются материалы для принятия мер к родителям. Кроме того, применяется практика привлечения родителей по статье 12.7 Кодекса об административных 12.27 об административных правонарушениях за передачу управления несовершеннолетнему лицу, заведомо не имеющему прав. Там уже штраф 30 000 рублей. Ну и вообще в каждом конкретном случае проводится административное расследование, которое и определяет, значит, вот все нюансы виновности, ну и в том числе и родителей. Если а что же делать все-таки, да, если, допустим, ну, мы стали свидетелем, да, ДТП именно с участием детьми, или я выступаю в качестве родителя, да, вот можно ли какой-то алгоритм, да, немножечко, чтобы немножко и родителей скоординировать, и водителя?
Значит, если водитель стал участником, виновником ДТП с участием несовершеннолетнего, прежде всего, нельзя оставлять место происшествия. Самое главное, значит, вот ошибка часто у водителей, они, испугавшись, как будто бы уезжают, либо спрашивают у ребенка, что он чувствует себя хорошо, и спокойно, значит, ребенок отвечает, да, нормально, бывает это в шоковом состоянии и так далее, испугался тоже ребенок, и уезжают. При этом сразу же возникает ответственность у водителя по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, оставление места дорожно-транспортного происшествия. То есть, если такое произошло, нужно в обязательном порядке, вне зависимости от последствий, проинформировать госавтоинспекцию, если необходимо вызвать скорую помощь, ну, скорее всего, необходимо, потому что, как правило, даже если ребенок травм не получил, позже родители обращаются в медицинское учреждение для обследования и подтверждения все-таки состояния ребенка. Также, если вы не обладаете достаточными навыками, нельзя пытаться, значит, ребенка передвинуть, переместить, либо, значит, что-то вправить конечности, да, если есть травмы и так далее, нужно вызывать скорую помощь. Ну, бывают, конечно, случаи, когда это далеко на трассе, то, значит, там немножко алгоритм уже другой. Спасибо большое, Елена Владимировна, что посетили наш утренний эфир. Мы, конечно, надеемся, что все-таки таких происшествий по статистике у нас будет все меньше и меньше. Берегите наших детей. Ну а мы желаем вам доброго утра, дорогие телезрители. Просыпаемся, увидимся уже завтра. Всего доброго.